Вы знаете, мы-то под огромным впечатлением. Как сказал Рустем Нургалеевич, и он это неоднократно повторил, что у нас все держится сейчас на энтузиастах. Вот мы были сегодня в школе, в уникальной школе. Видно, что как директор живет этой школой. Мы были там в клубе, вот этот председатель местного поселения, так сказать, вот он, в честь которого школа названа, с ним поговорили. Вот они в душу, сердце вкладывают свою работу в работу. Поэтому для нас это очень было приятное впечатление. Потом, значит, вы не подумайте, не потому, что нас вкусно накормили, я их хвалю. Вот, я, значит, из Москвы. Я бываю на всех федеральных сабантуях, всегда. И на сельских тоже. Вот за последние, наверное, 10 лет на сельских сабантуях бывает именно вот Кукмар. И бывает много городов, много, значит, глав администраций, которые организовывают вот этот дом, палатку там, в федеральном сабантуе принимают участие. И вы знаете, все по-разному. Когда глава администрации в эту душу вкладывает тоже, да, сам лично контролирует, это видно. Вы видели людей очень много. Очень важно глаза, очень важно лица. Лица у нас все ясные, глаза все такие тоже нурле по-татарски говорят. Поэтому здесь живут замечательные люди, здесь хороший пример межконфессионального, межрелигиозного, такого вот совместного такого, значит, проживания. Разные нации, я же говорю, живут. Поэтому, значит, и особенно, вот мы смотрели сегодня доску, график показателей, что люди остаются здесь жить. Эти люди, это молодежь, она свой талант, свои силы, свое умение оставляет у себя на родине. Вот это вот сейчас ситуация в стране сложноватая. Многие уезжали за границу, и еще раз это было доказано и понято. Мы нужны у себя на родине. Поэтому Кукмар сегодня это пример для подражания. И поэтому пожелать кукмарчанам, что ли, или как правильно сказать? Кукмарянам, да, мирного неба, хорошего здоровья, растить детей, значит, создавать из них таких хороших специалистов. И все условия здесь для этого созданы. Спасибо.